Осень даже для самых опытных аграриев – ответственное время. От того, как сейчас посеют озимые, зависит, каким будет урожай следующего года. Магомед Умаров за все 4 года, что трудится в ГУПе, прекрасно это понимает. К работе с землей он подходит с ювелирной точностью. К концу недели озимой пшеницы должны быть засеяны 400 гектаров земли. поле 100 гектар, почти гектаров 40 с утра до вечера, Бог, пока погода позволяет, ограничить для сахты даст, ему серьезно Бог, с утра до поздна, Бог, как по мере возможности, след баргулу связи. В поле работает 6 единиц техники, из них К-700 на пахоте, 12-21, 2 селки и 1 машина задействована на предварительной подготовке почвы. В отличие от других предприятий, культуру здесь сажают в пар, а не под стерню. Чтобы труды дали свои плоды, земле нужно набраться сил, влаги и питательных веществ. Благодаря этому семена успеют прорасти, до морозов сформируется корневая система и весной быстро пойдут в рост. Главное, чтобы снега зимой было побольше. Но, как говорят аграрии, не жди урожая без хороших семян. Так как прежний сорт элита не принес больших результатов, в этом году в хозяйстве решили засеять другой. Сделав предварительное испытание, наиболее подходящий к нашему региону, завезли из состава Польского края сорт «Гром». Но какой результат покажет, мы из него сделаем апробацию полей, делаем обычно. Если она пригодна к дальнейшему севу, берем из него первую репродукцию, нам не приходится дорогие семена закупать на стороне, а сами себя обеспечить. А пока аграрии следят за прогнозами синоптиков, посевную необходимо закончить, пока благоприятствует погода. Если дожди пойдут после посева, есть все шансы, что пшеница даст хорошие всходы и легко перенесет зиму. Посодействуют в этом и сами аграрии, завершив сев подкормкой аммиачной селитрой. По снегу внести эффект дикилуцу, далее со своей стороны, но проблемы на сегодняшний день. В планах у аграриев не оставить ни одного метра своей земли не засеянной. Завершить все работы планируют до конца месяца. Радат Хулхоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.